Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы поговорим о той ситуации политической и общественной, которая сложилась в Гагаузии, взаимоотношениях между Кишиневым и Комратом, и о том, насколько плодотворен и возможен продолжение диалога после выборов главы Гагаузии, сложившейся ситуации по выборам Гагаузии в рамках совместной рабочей группы, потому что в понедельник прошло очередное заседание рабочей группы, где обсуждался вопрос НДС, который вызвал в Гагаузии неоднозначную реакцию. И сегодня гость нашей программы, депутат Народного собрания, сопредседатель смешанной рабочей группы со стороны Гагаузии Сергей Константинович Чемпеевич. Здравствуйте, Сергей Константинович. Рад вас видеть у нас в студии. И, конечно, мой первый вопрос будет о результатах или диалоге, который идет между Кишиневым и Комратом в рамках смешанной группы. В понедельник, как я уже сказал, было заседание группы. Вернее сказать, что комиссии по экономике и бюджету парламента со стороны из Гагаузии, где присутствовали и помимо депутатов члены исполнительной власти и руководство Народного собрания. Какие были результаты этой встречи? Спасибо. Я 3 месяца, наверное, не был у вас уже в студии. Ну да, после выборов. После выборов. И да, мы в рамках данной проблемы уже проводили определенную работу. Я хочу вкратце разъяснить, что инициатива депутата парламента Марианы Радо заключается в том, чтобы НДС, которое возмещает, до сих пор возмещало Министерство финансов, то есть Республика экономическим агентом Гагаузии, он предлагает по инициативе переложить эту функцию на бюджет Гагаузии, то есть на плечи Гагаузии. Чтобы было понимаемо, речь идет о сумме примерно 100-150 миллионов лей в год. Это сегодня... Но это мы берем параметры возмещения, вот, исходя из прошлого года, но эти параметры могут увеличиться, то есть может получиться так, что в этом году нужно будет возмещать не 150 миллионов, а 200 миллионов, то есть через год 250, и все наши доходы уйдут по большому счету на возмещение экономическим агентам, и это приведет к некому разорению нашего бюджета. Сергей Алексеевич, чтобы нашей аудитории было более понятно, речь идет о том, что эти деньги будут возвращаться из собственных доходов Гагаузии. Да, сегодня они составляют примерно от 350 до 400 миллионов леев, то есть речь идет о доходах центрального компонента регионального бюджета. Все так, да. Это именно из наших доходов предлагают, чтобы мы собственными доходами погашали возмещение НДС по экспортным поставкам. И понятное дело, что данная инициатива, она достаточно очень побудила в обществе очень, скажем так, нездоровое обсуждение, поскольку она, если ее примут, то она на самом деле подорвет нашу бюджетную... То есть исполнение бюджета будет невозможным. Мы понимаем, должны отчетливо понимать, что, во-первых, в рамках той встречи на комиссии в понедельник с нашей стороны был председатель Народного собрания, заместитель, и я был, исполняющий обязанности управления финансов Дойчева, и Килиоглу, тоже исполняющий обязанности со стороны исполкома. Мы до этого обращались в рамках межпарламентской группы с сопредседателем кишиневской стороны, то есть госпоже Волох я писал господину Гроссу, посольству Швеции, Евросоюза, Турции, чтобы как-то посодействовали, поскольку данный закон, внесение поправок в налоговый кодекс в первом чтении принят 31 июля. И, собственно говоря, не то сейчас на внеочередном заседании в четверг, не то в сентябре парламент должен был принять в окончательном варианте. И это, конечно, для нас очень большая проблема. И надо понимать, объяснить, чтобы всем было понимаемо. Это, в общем-то, было политически мотивированное решение. Я на встрече об этом говорил. Все это было связано с выборами. То есть, с одной стороны, то, что выборы прошли беспрецедентно, мы это понимаем, потому что подкупали избирателей. Очень большие деньги были вложены на подкуп избирателей самым наглым образом. Хотя и ранние кампании избирательные, особенности главы Гагаузии,
были у нас нечистыми, там очень много было, конечно, нарушений в этом плане. Но эта выборная кампания, она была из ряда вон. И откровенно, лидер партии ШОР, господин Илан Шор, он участвовал через видеообращение к избирателям, призывал за своего конкурента, за своего кандидата. И избрали абсолютно неизвестного человека, госпожу Гуцул. В течение месяца ее раскрутили. И дальше события, ведь если бы на этом завершились бы, это полбеды. Но вы же помните, когда выборы нужно было утверждать, собирались митинги напротив, пытались группы и депутатов, и общественников защищать ЦИК Гагаузии, когда СИП изымал документы с апелляционной палаты, потом собирались в Народном собрании и так далее. Все эти события, они повлияли на то, чтобы... И плюс, как окончательно, то, что должностные лица съездили в Израиль, встречались с беглым олигархом Шором. Осужденным в Молдове. Осужденным, да, осужденным в Молдове. И, собственно, это была как некая вишенка на торте, наверное, я бы сказал так. И мы помним особенности периода где-то двухмесячной давности, 2-1,5 месяца назад, как многие эксперты, политики заявляли, что Гагаузию нужно урезать финансово. То есть они разработали некую идею, и вот эту идею сейчас пытаются внедрить. Она очень пагубная для нас. Я бы сказал так, что это некое я бы сказал так, что решили каким образом Гагаузию проучить. То есть, по большому счету, вот эти проступки, которые были, надо признаться, да, они были со стороны гагаузской стороны. Начиная от избирателей, завершая должностными лицами, которые участвовали в этих процессах. И надо сказать, что положение дел достаточно очень непростое, очень сложное. С нами не хотели говорить абсолютно. То есть мы пытались, были на одной межпарламентской, в одной группе, приезжал туда Гроссу, депутат парламента, мы обсуждали, мы объясняли, что нельзя рассматривать выборы сквозь именно результаты выборов, как объясняли, что народ Гагаузии стал заложником этой ситуации. Нельзя рассматривать народ как некими подчиненными этой партии, поскольку это не является правдой. То есть нужно отделить одно от другого. Но, тем не менее, переговоры были достаточно очень сложные, но с нашей стороны, благо, хочу сказать, что аргументы были достаточно очень серьезные. В частности, хоть и пыталась та сторона говорить, что это не политически мотивированное решение, я четко говорил о том, что мы, как политики, понимая всю эту ситуацию, всю эту политическую подоплеку, нельзя рассматривать в контексте чисто финансовых и экономических. То есть и политика, и деньги идут параллельно. И сама инициатива, она абсолютно политически мотивирована, как я сказал ранее, по каким причинам. И объяснил, что сам налог на добавленную стоимость – это все-таки налог республиканского значения, он не регионального значения. Мы, экономические агенты, участвуем в экономике, и львиная доля, 85%, наверное, оседает в Кишиневе. То есть мы их не платим. НДС на импорт мы все оплачиваем в республику. Даже не только экономические агенты, а все потребители, в том числе пенсионеры, когда платят за продукты импортные, за газ, за свет, они оплачивают налог, собственно, в республику. Объяснил, что нельзя отделить нас от всей налогооблагаемой системы, поскольку мы как кровеносные сосуды переплетены. Потому что нельзя отделить какой-то орган от всего организма. Компании есть, очень много республиканских компаний, которые участвуют и торговые, и по оказанию услуг работают на территории Гагаузии. Они приобретают НДС в Гагаузии, но мы их не видим, они нам здесь ничего не возмещают. Производители и другие компании приобретают товары и услуги за пределами Гагаузии, оплачивают НДС в республику, и здесь неправомерно, чтобы мы возмещали этот НДС. К примеру, импортируется оборудование, ядохимикаты, топливо, газ и тому подобное. Мы же платим в республику, то есть НДС оседает там. И даже на примере собственной компании я им привел, что мы 85% сырья приобретаем за пределами Гагаузии, оплачиваем НДС там. То есть сама идея, она, собственно, приведет к разорению нашего бюджета. Плюс аргументировал еще тем, что это некий инструмент будет в руках главы Гагаузии, который сможет за счет этого инструмента влиять на бизнес
на угодных и неугодных. Мы такую практику имели. И эти действия приведут к некому подчинению бизнеса к Башкану Гагаузии, что чревато очень серьезными последствиями. То есть, так как власти страны заявляют о том, что они как ведут курс, как бы главная стратегическая задача – это борьба с коррупцией, а эта ситуация создаст условия для развития коррупции. Более того, значит, и сами политические последствия, что отделяя нас от всей этой системы, это будет неправильно, поскольку мы вынуждены будем использовать варианты, хотя, может быть, это должны были давно делать исполнительная власть Гагаузии, поднимать цифры, доказывать, что мы зарабатываем куда больше деньги. Даже примерно по ориентиру, понимая вот примерно сколько процентов НДС, чтобы было понимаемо, НДС на импорт примерно 70% всего бюджета Молдовы. То есть вся Молдова собирает всех налогов, из них 70% НДС на импорт. Гагаузская сторона тоже там участвует. И когда даже потом коллеги мои привели, в общем-то, цифра, которую я приводил, она, в принципе, такая же. Примерно Гагаузия за год, если брать статистические цифры, то примерно участвует в приобретении НДС на сумму примерно 1,5 миллиарда леев, даже больше. То есть, если они у нас хотят отобрать 150 миллионов, мы зарабатываем 1,5 миллиарда, больше 10 раз. Там потом вышло, что акцизов зарабатываем примерно 400 миллионов и так далее. То есть, с учетом того, что как формируется бюджет Гагаузии, исходя из всех видов налогов, как прописано в законе о правовом статусе, то тут нужно уже будет гагаузской стороне доказывать, что столько-то экономических агентов у нас работают, такие приобретения есть, и участвовать в таких процессах для того, чтобы финансирование было более-менее справедливым. Хочу сказать, что, ну и коллеги очень много добавили по данным переговорам, приведя цифры. И госпожа Дойчева расчеты представила, и Килиогла, Александр Тарнавский дал хороший анализ. В общем-то, с нашей стороны мы были подготовлены. Мы представили очень много аргументов в нашу пользу, что это разрушит существующий порядок, при том, что они взамен ничего не предлагают. Нельзя сегодня налог республиканского значения переложить на плечи регионального значения. Это подорвет всю систему. Наши специалисты объясняли, что даже в отличие Гагаузия отличается от других регионов, другие регионы получают трансферты центральные, то есть специальное значение, а Гагаузия их не получает. Были представлены цифры по дорожному фонду, где Гагаузия не получает почти ничего, по экологическому фонду, как ущемляется и так далее. Поэтому политически вот эта ситуация, она нас отделяет от чего-то, и она бесперспективна, сама эта идея. Мы предложили, чтобы ее перенести на межпарламентскую площадку, поскольку главным, мы как договаривались еще в 2015 году, что все законы, которые парламент будет рассматривать, либо готовить будут для рассмотрения в парламенте, изначально должны будут пройти рассмотрение и принять какое-то решение в рамках межпарламентской группы. Данная инициатива не обсуждалась в межпарламентской группе, и по понятным причинам, как я говорил, она была внедрена, данная идея, для того, чтобы его в короткий период принять. Так, в итоге, чем закончились переговоры в понедельник? Ну, в понедельник мы результатов не знали, значит, мы обсуждали аргументы, представили более чем достаточно аргументов. На следующий день, то есть вчера, я уже созванивался с госпожей Волох, сопредседателем, значит, ну, со стороны молдавского парламента, и она мне подтвердила, что они договорились, то есть мы получили согласие на то, что они не будут рассматривать во втором чтении в парламенте данный закон, а переведут на площадку межпарламентскую для того, чтобы мы могли привлечь и экспертов, и не только с Министерства финансов, и СИМА, и, может быть, европейских экспертов, для того, чтобы найти общее решение, чтобы не наломать дров. Потому что эта ситуация, как я говорю, она бы просто подорвала бы бюджетную политику Гагаузии. Сергей Константинович, только ли дело в том, что это решение, возможно, имеет политическую подоплеку? Я как бы с вами не буду оспаривать этот момент, но только ли дело в результатах выборов Башкана? Нет ли в этом наследия от Ирины Влах? Потому что мы помним последние несколько месяцев
ее мандата, когда она ездила по республике, в том числе представляла отчет, который в Гагаузии был раскритикован вполне обоснованно. И в том числе центральным властям казалось, что в Гагаузии, представляла, что здесь какой-то оазис, и здесь вообще прекрасная жизнь. И, в общем-то, вполне закономерно, что у многих жителей других районов нашей страны возникали вопросы о том, наверное, если в Гагаузии так хорошо, значит, здесь очень много денег, и та информация о том, что некоторые налоги остаются в Гагаузии, наверное, тоже подыгрывали эту ситуацию. То есть не было ли в этом в том числе и наследие от завершившей мандат Ирины Влах? Дыма без огня не бывает, и палка имеет всегда два конца. Вы очень правильно подчеркнули, что чрезмерное вранье, это восхваление, оно тоже имело негативный результат, потому что в действительности люди там, некоторые, может быть, большая часть людей поверили в то, что здесь идет какое-то развитие. Врать-то надо понимать, что за это вранье нужно будет отвечать. Я вам скажу даже больше. Не только это, с одной стороны, вы правильно подметили, но и плюс к тем процессам, которые происходят, проступкам, как я сказал, со стороны наших игроков, со стороны Гагаузии, так скажем, сейчас не идентифицируя, она ведь тоже же последние месяцы, каждый день публично в своих каких-то политических целях клевала власти Молдовы. То есть она уходящая, она уходила, но она немножко клевала, преследуя свои политические цели, понимая, что она ушла, и Гагаузия осталась. То есть получается, что обвинение, ее теперь нет, а мы остались с проблемами. Хоть и надо же понимать элементарно, что политические взгляды, я, собственно, на встрече с господином Гроссо об этом говорил, и ранее на межпарламентской группе о том, что политические взгляды могут быть разными, то есть и по внешней политике, то есть это и есть политический плюрализм, да, он защищен Конституцией, но взгляды сторон нужно уважать. Да, мы, может быть, не поддерживаем, большинство, может быть, или абсолютное большинство людей не поддержит эту власть, но ихние скажем так, взгляды или политические какие-то, скажем, по внешней политике нужно уважать. Собственно, как и они должны уважать наши решения, наши взгляды. Тогда будет некое понимание. Но когда переходят в политике на личностные, на колкость, на какой-то, знаете, как на уровне чуть не мести, что ли, да, эти личностные отношения, конечно, очень сильно пагубно потом влияет на общественную жизнь, и я скажу, что она тоже внесла лепту негативную для того, чтобы этот сценарий сейчас был. Я не думаю, что сейчас госпожа Влах переживает по поводу того, что сейчас рухнет бюджет. Да, она потом скажет, видите, когда я была, все было хорошо, а теперь меня нет, и все плохо. То, что она подлила масло в огонь, то, что она способствовала, это факт. И здесь, в связи с чем я хочу сказать следующее. Понимаете, политики должны же все-таки думать, всегда должны думать, прежде чем что-то делают. Взвешенные решения должны быть. Эмоции выплескивать не нужно, то есть эмоции можешь дома выплеснуть. Но если ты ведешь за собой людей, если ты руководитель региона, либо какое-то должностное лицо, ты должен понимать, что ты по статусу чиновник, который отвечает за остальных людей. И от твоих решений, от твоих действий зависит многое остальных людей. Потому что, не дай бог, эта ситуация будет внедрена, надо понимать, что каждый год Гагаузия будет недополучать 150, 200 миллионов и более. Вы же понимаете, там просто не было перевода, к сожалению, и я, к сожалению, не владею государственным языком, всего не понимал, но в конце было понятно, что та сторона еще предлагала, когда мы спрашивали, а как вы себе это представляете, ведь Башкан Гагаузии является администратором бюджета, распорядителем бюджета. Да? Мы формируем бюджет и, соответственно, распределяем. Каким образом Башкан Гагаузии сможет расходовать эти 150 или 200 миллионов, если источников доходов нет? У нас же есть там зарплаты, детские сады, все остальное. По-любому власти Гагаузии будут исполнять важные, нужные решения для своих, по бюджетным организациям. И как же быть бизнесу? Если в этой ситуации, к примеру, нужно возмещение, а в бюджете денег нет, то это будет способствовать тому, что бизнес может уходить с Гагаузии. То есть у нас развития не будет. Это будет разрушать автономию.
Нам сказали, что ну, кто-то получит поручение с налоговой службы для того, чтобы эти деньги снимать. То есть мы формируем бюджет, мы за него отвечаем, а распределять тот сторонний человек будет изымать оттуда деньги, мы даже не имеем сегодня доступа к налоговой службе, понимаете, к этим расчетам. То есть эта ситуация поломает всю систему, поломает, и мы придем к какому-то непонятному противостоянию. Из-за чего? Из-за вот этих проблем, еще я сказал, то есть из-за неразумных каких-то поступков политиков, в том числе и госпожи Влак. Поэтому, заканчивая мысль, политики должны просто думать всегда об ответственности за свои решения, потому что тут бездумные ходы какие-то и действия, они могут иметь очень серьезные последствия. Сергей Константинович, эти изменения, поправки, которые были одобрены парламентом перед уходом на летние каникулы, должны были вступить в случае голосования во втором чтении с 1 октября. Сейчас вы говорите, что есть договоренность о том, что вопрос будет передан для рассмотрения в рабочую группу, но парламент находится в летних каникулах и, скорее всего, начнет работу где-то во второй половине августа. Ну, по правилам там есть в Конституции оговорены сроки, когда заканчиваются парламентские каникулы летние и зимние, но и Народное собрание по закону тоже должно в какой-то момент, сейчас вот то ли во второй половине июля, как это происходит обычно, то ли к концу тоже должно уйти на летние каникулы. Не получится ли так, что вопрос затянется из-за того, что нет рабочего процесса, и парламент сможет вернуться к этим вопросам, допустим, во второй половине сентября, без того, когда будет определенное согласованное решение в рамках рабочей группы? Но была информация, она не подтвержденная, но была информация, что завтра, ну, есть же, парламент собирается на неочередное заседание. И была информация, что, дескать, этот закон должны были тоже принять во втором чтении, в окончательном варианте. То, что я сказал, хочу повторить, что сопредседатель молдавской стороны заявила, что согласовано, то есть надо понимать, что согласовано с властями, наверняка, в том, чтобы перенести обсуждение этого вопроса в рамках межпарламентской группы. Межпарламентская группа соберется в сентябре, я не знаю, когда, в начале или в середине и так далее, независимо от отпусков. И там мы это начнем обсуждать. Я не думаю, что до 1 октября, это нереально. Более того, я очень надеюсь на то, что нам удастся доказать и убедить ту сторону, что этот вопрос надо снять вообще с повестки дня, потому что он бесперспективен. Понимаете? Он просто ломает существующий порядок. Невозможно, как вам объяснить, невозможно это сделать. Вот есть товар, любой товар, неважно. Мы не можем сегодня отследить, то есть должно быть происхождение товара, где он происходит, а чтобы определить происхождение товара, то есть он должен пересечь границу. Мы же не имеем собственной таможни. А если будем иметь собственную таможню, то мы отдельная какая-то республика. Мы же не стремимся к этому, мы им объясняем, что мы составная часть Молдовы. Мы не стремимся к чему-то. Так не надо нас отталкивать, либо загонять в угол в некую резервацию. То есть понятное дело, что у кого-то может есть желание наказать, но народ-то наказывать не нужно. Если есть провинившиеся конкретно, то нужно вопрос задавать к ним. Сергей Константинович, безусловно, что, как мы и говорили, что в этом есть определенные политические компоненты в подобного рода решениях. Ну, и вся ситуация, которая сложилась в Гагаузии после выборов, в том числе это и представление нового исполкома, мы знаем, как он представлялся, и неоднократно говорили об этом, и участие осужденного в Молдове на 15 лет Илона Шора в этих процессах, то есть и как он представлял исполком через экран на площади перед зданием исполнительного комитета и Народного собрания, отсутствие указа о введении госпожи Гуцул как вновь избранного башкана в члены правительства абсолютно создает предпосылки к подобного рода решениям или вопросам, которые касаются, например, ограничений в отношении Гагаузии. Но нет ли у вас ощущения после понедельничной встречи о том, что Гагаузия в связи с этими вопросами, в связи с этими событиями оказалась в определенной изоляции? Потому что мы знаем, что не комментируем, например, там, результаты выборов, потому что вы были один из конкурентов, чтобы нас не обвинили в том, что
мы собрались для того, чтобы огульно кого-то там обвинять. Но на инаугурации не присутствовал дипломатический корпус, основные наши партнеры. Да, это посольство Турции, это посольство Российской Федерации. Для нашего портала на прошлой неделе глава евроделегации тоже говорил о том, что они достаточно осторожны в каких-то контактах в связи с тем, что по сей день есть вопросы к результатам выборов. Нет ли у вас ощущения после этой встречи о том, что Гагаузия сейчас оказалась в определенной изоляции? Но дело не в том, что вот есть ощущение или нет после той встречи. Такое ощущение есть, причем утвердительное, месяца 2, наверное, 3. Потому что вот выступления политиков, как экспертов, они четко демонстрировали, и были опасения, что Кишинев будет предпринимать очень серьезные шаги по ущемлению, возможно, да, то есть, как говорите, изолирование Гагаузии, потому что, по сути дела, сегодня с главой Гагаузии нет общения. То есть, как вы сказали, указ не подписан, неизвестно, что будет дальше вообще с ними и с Башканом. По известным причинам спикер Народного собрания тоже не имеет каких-либо коммуникаций с властями Молдовы. На сегодня получилось так, что пока в рамках только этой межпарламентской группы идут вот общения, обсуждения. И хорошо, что есть эта площадка, которую не разрушили. И мы очень просили ту сторону, чтобы не шли по пути разрушения данной площадки. Она достаточно очень хрупкая, хоть и тяжело рассматриваются вопросы, но есть возможность обсуждать наши общие вопросы, потому что мы одна страна. Кстати говоря, вот даже если раньше было всяких мнений, да, из стороны экспертов и политиков, что, дескать, и наши, я имею в виду, что, вот, дескать, эта площадка ненужная, что там они решили, собственно, они ничего не решают. Вот ситуация подошла, где решаются конкретные вопросы. Если вносить какие-то поправки, какие-то законы, которые имеют там политический смысл, да, и не все в этом понимают, то ладно. Да. А вот тут конкретные деньги. То есть мы решаем вопрос для того, чтобы защитить наши деньги, чтобы у нас не отбирали 150-200 миллионов. Именно в рамках данной группы, данной комиссии. Вот важность этой комиссии очень нужна, потому что нам же общение нужно. Мы не можем сами себя еще изолировать. Вот мы как раз то, чем и занимаемся все это время, мы убеждаем ту сторону, что мы нормальные, мы адекватные, мы готовы обсуждать все вопросы. Мы одна страна, подчеркиваем это неоднократно, но наши интересы мы отставим, хотим, чтобы нас слышали и нас не ущемляли. Это очень трудно, это очень непросто, но, повторюсь, нашим политикам надо быть очень взвешенными по своим решениям для того, чтобы не усугублять ситуацию. Сергей Константинович, та политическая общественная ситуация, которая сложилась в Гагаузии, в процессе попыток утвердить новый состав исполнительного комитета, те бесконечные митинги из раза в раз, когда проходит заседание Народного собрания. Однозначно, что это является попыткой оказывать давление на депутатский корпус в процессе утверждения исполнительной власти. Но у вас после встречи с вашими коллегами в парламенте не звучали ли какие-либо обвинения в том, что весь гагаузский народ почему-то отождествляет в Кишиневе, в том числе и на медийном поле, с партией, неконституционной партией ШОР, потому что мы находимся в преддверии местных выборов, и мы понимаем, что это имеет большое значение, в том числе для правящих элит в Кишиневе. Как обычно, происходят любые политические процессы. И сегодня, когда в Гагаузии было практически 120 тысяч избирателей, чуть более, в списках, и когда представители неконституционной партии ШОР заявляют о том, что Евгения Гуцул выбрана абсолютным большинством, хотя это всего лишь 27 тысяч избирателей, а из 126 тысяч это около 25% жителей Гагаузии. Мы же не можем утверждать, что половина из этого списка не было в Гагаузии. Мы можем просто предполагать, что возможно, что люди не выходили на выборы протестно, потому что во втором туре не было кандидатов, за которых они могли голосовать. Чем, на ваш взгляд, может завершиться вот эта ситуация в автономии? Потому что у нас были разные периоды, да, когда обострялись взаимоотношения с Кишиневым. Но, пожалуй, наверное, впервые, когда из-за политической партии, которая не
абсолютно не имеет ничего общего с интересами Гагаузии, обостряется ситуация вокруг Кишинева и Камрата. И в том числе ставятся под вопросы устои гагаузской автономии. Потому что и сам процесс у нас был нелегкий в последние годы, но теперь он еще больше обострился. Смотрите, буквально там недели 3 назад в рамках межпарламентской комиссии, где присутствовал с той стороны председатель парламента Гросу, было сказано мной, что мы нашу позицию четкую, я лично, коллеги мои, подавляющее большинство депутатов Народного собрания, абсолютное большинство жителей Гагаузии не имеет никакого отношения к партии ШОР. То, что произошло, я им четко сказал, что власти, имея структуры, то есть прокуратуру, антикоррупционную прокуратуру, которая должна контролировать вхождение денег в Молдову, да, поступление денег, НСБК там, с организованной преступностью, СИП, Национальный банк, в конце концов, они бездействовали. Я им сказал, что миллионами долларов было вложено не только от партии ШОР, а от других, просто в наглую покупали избиратели, подкупали. А структуры, которые обязаны были на это реагировать, они бездействовали. Поэтому я им сказал, что не в обвинении, но вот сама ситуация сложилась, что мы имеем инструменты, имеем структуры, которые обязаны были пресечь это все, они бездействовали. В этих сложных условиях случилась такая ситуация. И объяснил, что народ стал заложником всей этой ситуации, народ не поддерживает сегодня там того же ШОРа, там ихнего кандидата. При всех, вот даже не рассматривая себя как бывшего конкурента, но это вот данность, факт, который случился. Поэтому попросил их, чтобы они рассматривали одно событие, либо проступки отдельных лиц отдельно от самой автономии и от нашей жизнедеятельности. И думаю, что где-то нам удалось убедить их, чтобы они понимали, потому что изначально там даже некоторые депутаты с парламента говорили, выступали, потому что все абсолютно кандидаты в Башканы заявляли всю выборную кампанию, что, то есть против Кишинева, за Москву, ну как обычно вот они говорили. Я им сказал, нет, это неправда. Есть и некоторые другие конкуренты, но я за себя могу сказать, что мы напротив всегда встречались с людьми, вот с Иваном Бургуджи даже ходили на встречи, и очень много было вопросов со стороны жителей, а как будут взаимоотношения с Кишиневым, потому что людей это беспокоило. Мы объясняли, что мы за то, чтобы у нас были нормальные, здоровые отношения с центром, мы одна страна, мы часть страны, но наши условия должны быть существования, всегда должны основываться на аргументах, на железных аргументах, на фактах, на документах, из уважения друг к другу. То есть, потому что людей это беспокоило. Люди очень боялись, чтобы мы не испортили отношения. Так вот, я им в конце сказал, что вся эта ситуация выгодна третьей стороне какой-то, которая, в принципе, заинтересована в противостоянии Гагаузии с Кишиневым. Да, это выгодно сегодня партии ШОР, Илану Шора. Да, это выгодно Плохотнику, кто в связке с ним работает. Да, это выгодно еще каким-то другим силам. Потому что они рассматривают Гагаузию как некую основу, платформы для дальнейшей политической борьбы в Молдове. Сейчас на местных выборах, потом, возможно, президентских, потом парламентских. Говоря другими словами, они просто используют Гагаузию для противостояния с Кишиневым в борьбе с центральными властями. Мы не должны сегодня быть использованы против кого-то. Мы же не живем против кого-то, да? Мы рассматриваем свои интересы. Мы должны уважать выбор большинства народа, они должны уважать выбор нашего народа, я имею в виду депутатов, кого избирают и так далее. Вот по такому принципу должны действовать. И считаю, что вот в этих сложных переговорах нам шаг за шагом удалось снять накал. И вот как первая весточка, это вот то, что сигнал поступил, что все-таки они согласились снять этот законопроект, перенести на площадку межпарламентскую, чтобы мы там посредством диалога, фактов, доказательств, аргументов могли решать. С привлечением дополнительных специалистов и экспертов, чтобы не наломать дров. Сергей Константинович, на прошлой неделе вы в нашем пресс-центре давали пресс-конференцию о действиях прокуратуры по поводу попыток дезорганизовать работу частного бизнеса, в том числе озвучили ряд обвинений в адрес определенных прокуроров из системы в Республике Молдова, и в том числе сделали открытое обращение в адрес президента Майи Санду по поводу сложившейся ситуации. Что-то изменилось? Есть какие-либо действия
в рамках тех обвинений, которые вы озвучили на пресс-конференции? Ну, на сегодняшний день я пока не владею какой-то информацией по части, я ожидаю реакции президента страны, потому что, в этой ситуации, как я сказал у вас на пресс-конференции, беспрецедентное давление со стороны прокуроров, которые совершили очень серьезные должностные преступления по отношению ко мне, по отношению к моей семье, преследуя цель захвата бизнеса для группы мошенников, которые преследуют меня и мою компанию уже на протяжении, наверное, с 2011 года, на протяжении 12 лет. Я приводил факты, и сегодня там заканчиваю уже в письменной форме, направлю, опять же, письмо президенту. Я обещал для того, чтобы разобрались в этой ситуации, потому что, понимаете, есть, сейчас, если, может быть, какие-то имена я назову, есть группа мошенников, которые внедряются, вот эта группа, рейдеры, внедряются по каким-то проблемным вопросам компании для того, чтобы их потом захватить, либо сломать, либо шантажировать на деньги. Так вот, мы стали своего рода жертвами такой ситуации с 2011 года, и внедрился сначала один человек, во-первых, не один, а парочка, это Терзи Иван и Ильич Светлана, его жена была назначена администратором компании «Викрутис». Они по ложным свидетельствам потом сохранили эту компанию в процессе несостоятельности, хотя я лично был в высшей судебной палате тогда и доказывал, что вот мы с банком рассчитались, есть еще два кредитора, мы с ними договорились, что нет никакого смысла. И вот отсюда тогда беды и пошли. Потом был вовлечен в эту борьбу, противостояние против нас некто Иван Дука. Он, как те люди, как эти, он никогда не участвовал, я его не знал, этого человека. Он был внедрен через компанию Ford Agrocom, где я работал ранее с другим человеком. Тот пропал, я не знаю, живой он или нет, я не знаю о нем вообще ничего, с конца 2010 года. Так вот, он внедрился, начали нашу компанию атаковать, писали всякого рода жалобы в суд, блокировали, были рейдерские наезды, захваты бизнеса. В общем, это была очень такая тяжелая история. Я тогда говорил, что они обратились, потом эта группа обратились к Григорию Карамалку в Москве, к криминальному авторитету, видимо, для того, чтобы решить этот вопрос. И у них в связке еще оказался некто Айрат Арымбаев, житель Казахстана, который стал учредителем этой компании в 2010 году. Но хочу подчеркнуть, что у меня учредителем был москвич Иван Шубин. Он инвестировал деньги по 3 компаниям офшорным. Мы вместе, я привлекал еще кредиты и собственные средства, и вместе делали бизнес. Но в 2010 году по просьбе моего московского партнера его доля была переведена на Айрата Арымбаева как бы временно в счет каких-то гарантий по взаимоотношению с ними. Потом впоследствии мой партнер заявляет, что он рассчитался с Арымбаевым, тот отказался возвращать долю. И в итоге получилось, что вся эта шайка-лейка собралась в Москве, и, видимо, с Григорием Карамалком они разработали вариант, каким образом захватить этот бизнес. Подключались там некоторые депутаты парламента, где-то определенные судьи принимали такие беспрецедентные решения против нас. И вот эта история длилась где-то до примерно конца 2014 года. А потом в 2016 году нас поставили перед фактом, что, оказывается, было возбуждено уголовное дело. Ее возбудил Руслан Караиван, он был прокурором Гагаузии, по жалобе Ильича Светланы и Терзи Ивана, которые похитили еще... Просто с кассы сняли 515 тысяч лей, за которые сегодня не ответили. И в отместку, понимая, что ничего не смогли сделать, пошли по этому пути. Я просто некоторые моменты озвучиваю, может быть, кто-то не знает, чтобы была понимаемая последовательность. Дальше больше хуже. Да, то есть был вовлечен в этот процесс, была вовлечена моя супруга, она была администратором той компании, она не участвовала только за то, что она подписала договор аренды, оборудование передала для работы на несколько месяцев, то есть по указанию, по требованию учредителей, она тоже была обвиняемой по восприятию Караивана, что что-то она якобы совершила. И потом еще он умудрился ее в розыск объявить. 2 года 4 месяца она не могла вернуться домой. У него была цель, у Караивана, по возвращению домой ее задержать и для того, чтобы меня сломать. К сожалению, в таких рейдерских атаках обычно используют такие схемы давления на близких, на жену, например, на детей,
Ну, тут история большая, я могу еще больше говорить, но это сколько они действий таких вот наглых, беспрецедентных применяли против нас. Но в итоге, говорю, через 2 года, 4 месяца суд высказался, что он незаконно все это сделал. Карайван на сегодняшний день работает, руководит в Чимишле прокуратурой. Дальше подключилась антикоррупционная прокуратура. Некто Георгий Чебанов. Он, как оказалось, дружил с этим Иваном Дука, недавние друзья, и затянул нас в антикоррупционную прокуратуру. Наложил арест на имущество юридической компании, хотя закон это запрещает. Дальше дело закрывалось дважды по инициативе прокуратуры. Мы даже не знали, где находится это дело. Чтобы понимали, за все это время меня дважды вызывали в прокуратуру. Это в 2016 году Карайван вызывал, и в марте этого года в антикоррупционную прокуратуру. И в первом и втором случае для предъявления обвинений. Какое расследование было, что делали, вообще без понятия. Меня ни разу не вызывали. Только ставили перед фактом. Одна экспертиза, где мы разбивали вдребезги ее. Вторая экспертиза, то есть суд ее отменял и указывал о том, что ее нельзя использовать как доказательство. Но, тем не менее, вот они это продолжали. И как вишенка на торте, вот в марте месяце, в конце этого года, в марте этого года, перед башкирскими выборами, получаю повестку о том, что надо явиться для предъявления обвинений. То есть обновление обвинения. Что парадоксально, обвинение мне и моей супруге вручили спустя всего лишь 7 лет. То есть то, что обвинение вынес Карайван, нам вручили спустя 7 лет. И оно было вот состряпано, просто состряпано, из всяких гнусных жалоб, просто пустых. Вот человек пишет, что вот по каким-то действиям нанесен ущерб, там, условно говоря, 10 миллионов, все, обвинение. По каким-то действиям он использовал то-то, обвинение. А какие документы, факты? Ничего нет. И они втянули сюда еще и, ну, с ними связки Райт Арамбаев, который стал собственником или учредителем. И они ведь, эти мошенники, раскручивали, что, дескать, вот Чимпаеш, вот такой вот нечистоплотный, он обманул этого инвестора, который вложил деньги. Да он ни одной копейки не вложил, он не собирался вкладывать. Это он просто такой же мошенник, как эти, они просто спелись. Ведь дело в том, что когда мы сейчас изучали документы, да, оказывается, он написал о том, что, ну, близко к правде, что он приобрел долю у Шубина за какие-то долги, но документов никаких не представил. Дальше интереснее. Я оформляю их договоренности по их доверенностям, что мне представили, то есть просто поручение выполняю на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Он бесплатно приобретает долю стоимостью в 400 тысяч евро. Бесплатно. Но дальше еще интереснее. После этого он здесь говорит, что он приобрел у Шубина за бесплатно, а тут он пишет, что Сергей Чимпаеш, то есть я его понудил приобрести эту долю, то есть я его заставил. Я в Казахстане никогда не был, я этого человека один раз в жизни видел. Где, в какой подворотне я его за шкирку, наверное, взял, может быть, пистолет к его виску я приставил, чтобы заставил, чтобы он приобрел. Вот такого рода абсурд, такая беда вот творится у нас в прокуратуре, и вот это расследует, и вот это вот по этим мотивам прокуратура, антикоррупционная прокуратура выносит решение, предъявляет обвинение. Вы понимаете, до чего мы дошли-то ведь? Дело в том, что когда и здесь поставили девочку молодую, некую Кристину Кожеляску, а за ней-то ведь стоит уже, извините, такое уже, может быть, я не то, некто Василий Плеван, который уже так оскандалился не раз. Он, в принципе, футболил нас. Мы писали госпоже Драгалин, что примите нас, у вас творится беспредел. Тут они еще наложили арест на имущество юридической компании, которая вообще не имеет никакого отношения. То есть это беспрецедентный случай. Но для того, чтобы блокировать, они это все делали. Госпожа Драгалин не принимает. Я уже пишу об аудиенции, прошу одного депутата парламента, он пишет. То есть бесполезно. И в этой ситуации вообще мы понимали, что я воспринимал еще годом ранее, когда госпожа Драгалин была назначена руководителем антикоррупционной прокуратуры, все почему-то ее ассоциируют с госпожей прокурором с Кёвища, да, по-моему? Коваша, да, с Румынии, которая, в общем-то, посадила за решетку, отправила 1000 чиновников. И все ее воспринимали, большинство воспринимали, что вот такая она неподкупная, она такая жесткая, она ведет порядок. Но на сегодняшний день ни одного прокурора не посадили. Она, мне кажется, что абсолютно не владеет информацией, что там творится.
Потому что я здесь руководит этими процессами, по крайней мере, по отношению к нам, Василий Плеван. Трудно вообще представить себе, что вот все эти действия, которые происходили на протяжении всего этого порядка времени, сколько денег было заплачено. Да, сейчас их не доказать, но точно не $1000 или не $10 000 прокурорам за такие действия. Ведь антикоррупционная прокуратура по своей компетенции не должна заниматься вот такими преступными делами, не прикрывать их. Она как раз должна была заниматься выборами, не допустить подкупа избирателей. Кстати говоря, компетенция антикоррупционной прокуратуры как раз должна была расследовать, привлечь к ответственности Караивана, Чобану и судей, которые, в принципе, накладывали арест незаконный и так далее. Но антикоррупционная прокуратура сегодня не занимается тем, чем нужно, она сегодня становится соучастником этого грязного дела. И напоследок, вместо того, чтобы расследовать, мы объясняем, что подождите, вот есть же на весь этот бред, то, что они заявляют, есть судебное решение. Судебное решение обязательно к исполнению. Это же вступивший в силу закон. Прокурор, ты хоть трижды прокурор, ты обязан выполнять. Они отбрасывают в сторону, на основании какой-то кляузы выносят решение. Для того, чтобы меня, в первую очередь, опорочить как политика. И в этой ситуации отомстить, что вот сколько дел проделано. И более того, они понимали, что наши жалобы находятся и не рассмотрены еще вышестоящим прокурором в апелляционной палате, в инструкционных судах. Более 10 жалоб еще не рассмотрены. Они обязаны их рассмотреть. Они нарушают наше право на защиту. Так они берут и сейчас направляют срочным образом в суд. Что примечательно, вы дали пресс-релиз в то утро о том, что на следующий день я дам пресс-конференции по деятельности прокуроров по отношению меня и моего бизнеса. В тот же день, к концу дня, появились статьи уже противоположного характера, что в тот же день почему-то они решили направить дело в суд. То есть не хотят спрятать концы в воду, чтобы в болоте никто ничего не видел, чтобы нельзя было определить действия этих прокуроров, потому что там в суде можно будет доказывать лет 5-10, что белая бумага – это белая бумага. Там доказывать нечего. Но просто на это уйдет уйма времени для того, чтобы спрятать преступления этих должностных лиц. В этом вся идея. Я даже по части еще фрагмент скажу, что я, конечно, в этой связи обратился к президенту. Я очень надеюсь на то, что президент обратит на это внимание, что поручит кому-то, там, генеральному прокурору или СИБу Молдовы, не знаю, для того, чтобы расследовали, для того, чтобы выявили этих должностных преступников на поверхность. Там есть документально все их решения, постановления, незаконные решения налицо. Цепочка, логическая цепочка выстроена, исходя из этих документов. Вся связочка, вся эта шайка, лейка, вся эта банда, рейдерская атака с прокурорами, она тут налицо. И если в этой ситуации не будет реакции, мне, конечно, трудно будет комментировать. Я не буду, я, конечно, дождусь, я отправлю, как я сказал, еще письменное обращение, но их надо всех привлечь к ответственности. Даже отходя немножко вот по части, с чего я начал, в 2019 году мы узнаем, что вот этот Арымбаев, Айрат Арымбаев, который сегодня там себя демонстрирует, что некий инвестор, каким-то образом стал собственником компании Риатор, офшорной компании, ее активы 3,9 миллиона лей в процессе несостоятельности. Он не проплачивал деньги, он к этой компании не имел никакого отношения. К этой компании имел отношение Шубин, это была его компания. Как он стал собственником, непонятно. Дальше, следующий эпизод. В июне месяце того же года те же мошенники, Дука Иван, Бурдени Валерий, жители Молдовы, они становятся собственниками офшорной компании в Панаме, Power Advantage, и активы здесь в процессе несостоятельности, тогда было в Чедерунге, о стоимости 20 миллионов лей, то есть миллион евро. И они приходят с документами, с поддельными документами, что они собственники. У меня сертификат, оригинал сертификата, что там единственный собственник Шубин Иван. Он мне дает поручение, дает доверенность, я иду в прокуратуру, говорю, посмотрите, граждане Молдовы на территории Молдовы хотят похитить деньги на стоимость 20 миллионов активов. Они даже не знают, где эта Панама находится. И знаете, что мне в прокуратуре говорят? Это не наша юрисдикция. Я не понимаю, какая юрисдикция должна быть, сколько денег в твердой валюте нужно им платить, чтобы это была молдавская юрисдикция. Вы понимаете, что творится у нас? И вот я к чему завершу эту мысль.
Кстати, мой партнер Шубин даст интервью сегодня-завтра, потому что, ну, вот именно нападение на бизнес, на инвестора, вот эта банда и осуществилась на протяжении этих лет. То, что они хотят меня порочить, это я понимаю, но я же ведь не действую никаких... В нашу компанию, частную компанию, внедрились чужие люди, которые никогда не участвовали, ни одной копейки из них не вкладывал. Просто рейдеры пытаются таким образом компанию захватить. И в этих условиях, если власти Молдовы бессильны, то мне трудно вообще представить, что нас ожидает. Потому что антикоррупционная прокуратура обладает компетенцией по борьбе с коррупцией. Они должны сажать прокуроров, судей, чиновников, других должностных лиц, отслеживать передвижение денег, чтобы не было махинаций. Вот чем должны заниматься. Вот таких прокуроров должны сажать. А не участвовать в таких схемах, становятся соучастниками. И господин Плеван берет на себя ответственность дальше эти концы в воду сбросить для того, чтобы все это спрятать. Поэтому я очень надеюсь на то, на мудрость госпожи Санду, я очень надеюсь на то, что все-таки будет реакция и будет независимое расследование. Этих всех, как я сказал, должностных преступников, да, нужно их привлечь к ответственности. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня гостем программы был депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпаеш. Напомню вам, что подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы не пропускать важные события, которые происходят в стране и в регионе. Оставайтесь с LoveMD.